Что ж, еще из самой первой серии мы знаем, Лолошка должен стать героем, не родиться им, а доказать, что он достоин этого права. Стать героем буквально с нуля, из ничего. Но кто же это хотел? Сначала это был сам Лолошка, были его руки, но потом что-то фиолетовое, напоминавшее Междумирца, но... Потом мы вспоминаем, что подобные кристаллы есть у шакалов, то есть это все как-то связано. Но вот что? Что именно это все объединяет? Этот сезон полон загадок и настолько открытых теорий. У нас огромный масштаб размышлений, и мы даже не можем за что-то зацепиться, потому что у нас реально много всего. И это очень хорошо, ведь нужно постараться объединить как можно больше, чтобы понять саму суть. Давайте начнем отталкиваться от того, что мир мастерской 47 – это симуляция. Почему же я это понял? Да все просто. У нас появляются персонажи и предметы из прошлых сезонов. Под персонажами, если что, я имею в виду Джона. Также у нас есть изображение Солнца в локации с могилами. А как мы знаем, Солнца как такового на небе, как и облаков, у нас нет. Дальше голос, который может останавливать время и, ломая четвертую стену, говорить со зрителями. Дальше глюки, само белое пространство, которое является своеобразным междумирьем. Это все очень и очень интересно. И самое главное, что Лолошка опять находится в центре всех событий. То есть, несмотря на то, что та же Ивет является героем, о чем говорил голос, Лолошка является тем звеном, которое все объединяет. Если бы не он, то многие существа бы не знали о белом пространстве, не задумывались бы об исчезновениях. И это движение против голоса, его правил, мудрецов, оно было бы, но настолько незначительным, что никто бы не придавал этому значения. Мы углубляемся в другие коалиции, коалицию тайного знания, которые что-то допонимают об исчезновениях, в статистику о них, которую мы получили от информаторов. И самое главное, у них ведь есть еще какой-то человек, который активно покупает информацию о каждом исчезновении, и у него есть настолько много деталей, что мы даже не можем себе представить сколько. И самое главное, процент тех, кто не исчез, равен 47, ну это, наверное, просто отсылочка. Ладно. Допустим, мы находимся в симуляции. Этот момент мы закрепляем и идем дальше. На момент финала точки невозврата смотрящий поблагодарил Лолошку, взял его очки и опять его воссоздал, и, возможно, он должен доказать свое существование в этой новой ветке. Окей, это мы поняли. И возвращаемся к нашей симуляции. На чем же она вообще основана? Лично мне кажется, что это что-то поверх стандартного мира Майнкрафта. Ведь те глюки, которые у нас появляются, вот эти фиолетовые, это все обычные мобы и предметы из Майнкрафта. То есть лодка, эндермен, классический житель. Все это есть в обычном Майнкрафте, и это как будто пробирается поверх этой симуляции, но из-за того, что она довольно-таки сильная, они пропадают, как только игрок хоть как-то взаимодействует с ними. Даже, например, просто дышит в их сторону, смотрит. Все это довольно странно. Ну и если даже вот как-то это все получается, то почему же обычный мир никак не захватывает? Возможно, с этим связаны эйдосы, которые отдают все существа. Ведь эйдосы — это то, что объединяет эфир, версиформ и так далее. Вот все это вместе держит одну, допустим, оболочку, и обычный мир из-за этого не может прорваться. Условно, возможно, я ни в чем не уверен. Ну давайте просто мы это будем держать в голове, вдруг нам это еще пригодится. Теперь вернемся к самым ярким примерам появления обычного мира, а именно даже прошлого Лолошки. Это появление смеющейся головы GDH. Ну, не прям головы, очки, брови, глаза, ну все это вот чуть-чуть было. Почему похож на меня, вот эти все вопросы, окей, это у нас есть. Дальше странные странности Мисра. Книга, которую написал GDH, и фраза в ней «Да воспылает огонь».
которую произносил смотрящий еще в сезоне «Голос времени». То есть у нас уже есть несколько моментов, которые связывают Лолошку со смотрящим и Джоном. Возможно, когда смотрящий в самом начале, ну точнее в конце еще точки невозврата, прикоснулся к очкам Лолошки, он оставил у него воспоминания, но при этом обнулил их полностью. То есть Лолошка сам внутри это помнит, но его новая, так сказать, проекция это вообще не осознает, но в голове у него это есть. И именно поэтому появляются вещи, связанные с Джоном, сознание которого было в Лолошке в сезоне «Сердце Вселенной» и «Точка невозврата». То есть у них же было объединенное сознание, ну, точнее, частичка Джона была в сознании Ло. И из-за этого сейчас в мастерской 47 небольшая часть от Джона появляется в мире. Возможно, это какое-то влияние версиформа с сознанием, или Джон все еще находится в Лолошке и как-то понимает вообще, что происходит и пытается Ло подсказать, но это уже давайте обсуждать в комментариях. Почему же я вообще вел все это видео? У нас есть странное появление существ, у нас есть информация о Солнце, у нас есть GDH, у нас есть ограниченная память, и у нас есть миры, которые возобновляются при исчезновении. То есть, возможно, у нас есть ограниченная память сервера, на которую есть определенное количество миров. Как мы знаем, вообще в турнирной таблице около 500, ну там 480 с чем-то мест, и, возможно, количество существ вообще во всем сезоне это 500. Ну, возможно, мне просто кажется, потому что мало маленьких, раз, допустим, за Каверна сражается сразу очень много коалиций, и вот это 500, это держится у нас, это у нас имеется, и просто время от времени кто-то пропадает и появляется новый. Дальше мы не можем рассказывать о турнире, то есть нам ограничивают память. У нас есть условно у каждого существа внутренний голос, который подсказывает, как им действовать, как им говорить, как им поступать, потому что это часть их старой личности, ну, по крайней мере, мне так кажется, которая ведет их по тому пути, к которому они должны прийти. Ну, либо это голос, либо еще кто-то, но мне кажется все-таки, что это остаток их старой личности. Дальше у нас происходят баги, но это возможно из-за того, что существа ломают белое пространство. Ну, еще тень похожа на смотрящего, но это вообще не то. В общем, все это как-то связано. Это все одна симуляция, и, возможно, у нас однажды в сезоне появлялась огромная такая баговая дыра, и мне кажется, что это выход. Выход из этой симуляции, чтобы Лолошка очнулся. Потому что реально Джон это умнейшее существо, которое мы знали в прошлых сезонах. Возможно, как остаток своей частички, пока он еще окончательно не исчез, он пытается как-то помочь Лолошке, что-то вспомнить. И смотрящий, которого мы почему-то не видим, потому что, возможно, у Лолошки нет там искры, он все еще отвязан, что-то такое, он тоже пытается, он ломает систему, потому что что-то мешает самому смотрящему, что-то выше, чем он. И эта дыра, это выход, чтобы Лолошка пришел в сознание. Да, это очень звучит бредово, но как будто все это ведет именно к такому исходу. Потому что, к примеру, голос, он очень сильно ждал, когда Лолошка встретится с Рис. И почему? Они оба умные и целеустремленные. Они оба очень часто ходят в белое пространство. То есть им интересно устройство мира. И как будто, если они будут вместе, то они смогут найти истину. Голос сам подсказывать не может, но он может очень тонко намекать. Намекать на то, что все это нереально, и мне кажется, что голос, хоть и является нейросетью, но в нем есть какая-то добрая частичка. Возможно, кто-то как-то в него пробирается, вносит какие-то правки, но он не может это сказать прямо и при этом пытается все равно. Он намекает максимально, что это нереально и нужно двигаться конкретно в эту точку. То есть, когда голос говорит, ни в коем случае не ходи туда, нужно идти туда. Несмотря на все запреты, потому что сам голос-то хоть и запрещает, но он не может уничтожить существо полностью. Он в любом случае его вернет, потому что это же ему выгодно. Чтобы было больше эйдосов, нужно идти максимально против системы. Делать все то, что ты не хочешь. И тогда, во-первых, мы поймем, почему вообще исчезновения происходят.
И во-вторых, как нам выбраться из этой симуляции, мы это поймем. Ну и еще Лолошка у нас ГГ, и даже если он будет себя вести максимально плохо, он не исчезнет, и мы что-то да узнаем. Вот. Делитесь своими мыслями по поводу этой максимально обрывистой теории, без каких-то особых смыслов, посылов. Потому что я хотел просто высказать свои мысли касательно этого всего мира мастерской 47. Если у вас есть другие мысли, а это вообще, мне кажется, 100%, потому что у нас настолько много простора для теорий, что вы можете высказать свое мнение, и оно будет отличаться от мнения другого человека 100%. И, пожалуйста, давайте мы это обсудим. Переходите в мой телеграм-канал, я вот в чате, честно, очень много сижу, общаюсь с каждым, если вообще у нас такой диалог есть. И мы будем обсуждать теории, это, мне кажется, очень прикольно. И напоследок я хочу поделиться мнениями касательно Айтера. Возможно, Лолошка к нему не мог попасть, потому что он безмировое существо. И все то, что говорил голос, типа «Ой, Айтер, у тебя в мире уже пора сдавать Эйдос», и вот это все, это их сговор. То есть Айтер, он как няня, он как какое-то существо в воспитательных целях. То есть у него есть Эйдос, у него есть свои предметы, свои вот эти вот интересики, но у него есть договор с голосом, что он должен прямо жестко вот так вот втираться в доверие, а потом вот оп, выясняется, что он оказывается вот такой плохой, он всем врет, и это реально в воспитательных целях, потому что вот такие шоковые ситуации, когда тебя предает твой самый близкий друг, который тебе всю жизнь помогал, они реально помогают личности вырасти. Это, по-моему, прикольно. Ладно, что-то я немного заболтался. Не забывайте про телеграм-канал, можете даже оставить донатик. Всем пока!